Нормально полностью лелди хайдел. Нагах издити адикахел. На мой взгляд, эти шуточные строки из известной песни ЛКН, помимо юмора, также несут в себе глубокую смысловую нагрузку и полностью отражают жизненные принципы нашего гостя. У нас в студии поэт, музыкант, режиссер, директор Ингушской национальной киностудии Амур Амирханов. Здравствуйте, Амур. Здравствуйте, Игорь Николаевич, Эдик Николаевич, не знаю, когда будет выходить ваша программа. Серьезно, полностью лилди дел. Обязательно. Да. Рад находиться снова у тебя в гостях. Рад, что вы идете вперед, и культура все-таки живет. И мы будем делать для этого все усилия. Пару лет назад вам удалось, казалось бы, невозможное. Вы на голом энтузиазме сняли картину «Сойти сын Зоули». И впоследствии она завоевала очень множество престижных наград международного уровня. И сейчас, к столетию ингушской государственности, вы работаете над лентой «Письмо». Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, «Сойти сын Зоули» был абсолютно такой аутентичный проект, и сделан на коленке, и неожиданно для нас, для самих, для команды. Уже около 16 российских международных наград. Вот. И этот фильм, который снимается, полнометражное историческое кино, мы начали писать сценарий прямо во время монтажа в Сойти. И после этого на Северокавказском кинофоруме, который был организован Союзом кинематографистов России, там мы взяли первое место с сценарием, с проектом, а потом уже после этого я подал в Министерство культуры России на производство полнометражного дебютного национального кино. И вот мы оказались среди, по-моему, там около 180 было проектов со всей страны. Мы оказались в 15 среди тех, которые Министерство культуры России одобрило как национальное кино. Те ребята, которые сегодня будут стоять на сцене, это наши будущие настоящие звезды. В Министерстве культуры настоящие звезды в зале. Это наши эксперты, которые сегодня нашли время в своем невероятном, слава богу, съемочном графике. Это невероятно важно, потому что мы понимаем, что вот это наше будущее, это те ребята, которые сегодня, может быть, голос еще будет трястись, Ваня Кудрявцев будет на них ругаться, что не укладываются 7 минут, но потом они будут не укладываться в свои первые смены, у них будут переработки, а потом они не будут не укладываться в 365 дней, они все будут съемочные, потому что вы их всех растащите, они будут прекрасными режиссерами, мы в это абсолютно искренне верим. Мы очень постараемся все вместе выбрать тех самых наших главных, дорогих, которых мы поведем дальше. Ну а пока новые проекты. Поздравляю вас с этим. Давайте смотреть вместе. Спасибо большое. Ингушская национальная киностудия представляет проект «Письмо». Молодой хирург, онколог, сопровождает группу коммунистов ЧССР, везущих письмо Леониду Ильичу Брежневу в 1972 году. В письме указаны факты нарушения ленинской национальной политики по отношению к бывшим депортированным. После возвращения из ссылки дома их заняты другими, кладбища разрушены, существуют ограничения по приему в институты и на работу. В группе коммунистов несколько человек: герой Великой Отечественной войны, народный писатель, бывший руководитель района, историк, хирург, перспективный специалист, секретарь парт-ячейки в больнице. У него жена и 2 больных детей. Местный обком партии разворачивает большую игру по перехвату письма. Письмо по трагической случайности оказывается в руках у хирурга. Согласие на участие в картине дал Юрий Вениаминович Шлыков, народный артист РФ. Мы будем вести переговоры с Полиной Агуреевой. На главную роль пробуется актер театра Джигарханяна Ибрагим Гагиев и выпускник театрального института имени Щукина Гурам Квициния. В визуальном решении мы будем использовать стороннее наблюдение, иногда отстраняясь от самого хода истории. Мы будем использовать фрейминг, зажимая наших персонажей в тиски, из которых они должны выбраться. Будем использовать глубинное мизансценирование, а также съемки объекта в отражении. Мы не ищем и не создаем точных реплик советского Грозного 70-х и Казахстана 40-х. В наших локациях важны контрапункты и метафоры происходящего в сцене по смыслу. В нашем условном городе трагичное и комичное находятся рядом, как на карте квеста, который необходимо пройти. Казахстанская часть истории
Это свобода, которая маячит за Рубиконом. Рубикон охраняет золотой бюст Ленина, стоящий при выезде из поселка для спецпереселенцев. Как и в детской памяти, локации Казахстана – это островки в остальном забытом пространстве вокруг, подчеркивающие одиночество и бескрайний, как степь, воспоминания. Фильм «Письмо» о героях ингушского народа, о тех, кто стоял у истоков восстановления Республики Ингушетия в составе России. Такие люди, как Джабрил Картоев, Идрис Базоркин, Ахмед Газдиев, Султан Плиев и многие-многие другие, которые были теми, кто как бы прилагали все усилия, рискуя своей жизнью, своей карьерой, и добивались справедливости для ингушского народа. Я считаю, что о чем еще снимать, если не о них. Вот поэтому мы не делаем никакую какую-то идеологическую картину и так далее. Это просто история о человеке, который каким-то случайным образом попал во всю эту катавасию, во всю эту движуху, когда создавалась республика. И история обычного человека, которого в детстве выкинули на улицу, выселили его в Казахстан. И как он прошел этот путь, почему он пошел таким путем, почему для него было важно создание своей республики. Мы объясняем этого человека, среднестатистического ингуша, молодого человека, в то время, в 70-х годах, молодого человека, который искренне верил в это и искренне добивался этого, потому что для них своя республика — это было что-то большое. Сейчас мы это, наверное, не очень ценим, а для них это было очень важно. Как кино об этом. А на основе записи из дневника Беслана Костоева расскажите вообще, как вы узнали о нем? Ну, а с нами в команде есть Ибрагим Костоев, это сын Беслана, вот, который с нами первое кино снимал. Вот, и мы сидели, придумали, я говорю, нужен какой-то сюжет, и нетривиальный какой-то сюжет, какую-то интересную историю. Понятно, что ингуши всегда говорят, у нас столько много историй, да нам только фильмы снимать. Но обычно эти истории там 2-3-минутные, а чтобы сделать из этого большую полнометражную картину, да еще та, которая будет интересна Министерству культуры России, над этим надо было поработать. Поэтому я вот искал, и он говорит, слушай, вот есть такой дневник, давай посмотрим его. Я начал читать дневник. Очень интересным языком написано, потому что та интеллигенция, которая была в 70-х годах, да, они выражались очень интересно, они были очень образованы и в ингушском плане, и в светском плане. Вот, они были очень образованные люди. Я зачитался этим дневником, мне стало интересно, я начал копать, мы начали изучать архивы, мы изучили сотни протокольных заседаний, я встречался с очевидцами, которые остались в живых, там их осталось всего ничего там, да. Последний, по-моему, умер вот сейчас, недавно, который участвовал во всем этом. Непосредственно участники этого. Мы встречались с очевидцами, мы 3 года работали над этим сценарием. То есть сценарий, который зашел в Министерство культуры, это где-то уже 80-й перепись, 80-й драфт этого сценария. Да и сейчас работа над ним продолжается, мы его компонуем, делаем, какие-то диалоги. Трансформируется, да? Ну да, какие-то то, что у меня госконтракт с Министерством культуры России, есть какие-то кардинальные вещи, которые нельзя менять в сценарии, потому что как он утвержден, так он и должен выйти как бы в просмотровой зал Министерства культуры России. Но какие-то внутренние вещи, какие-то диалоги где-то, чтобы притирки, шероховатости, над этим мы работаем и по сей день, потому что я считаю, что нужно учиться постоянно, я не консервируюсь, и во время, в процессе съемок я понимаю, что если лучше сделать так, то я лучше делаю так. Тем более у нас работают там звезды кино российского, там такие мастера большие, которые там народные артисты России, известнейшие люди. Если мы с ними разводим какую-то сцену, и они должны сыграть что-то, я всегда к ним прислушиваюсь, они говорят, давай сделаем так, давай сделаем так. То есть у меня нет жесткого диктата на площадке. Вот об этом хотелось бы более подробно. Как вам удалось привлечь вообще к работе над этим фильмом, к участию таких известных актеров, народных артистов России? Ну, конечно, даже многие те, кто работают со мной на площадке, да, вот, даже вот технические специальности, там, не знаю, те, кто светом занимается, гаферы, там, техники, камеры и так далее, они даже, многие не знают, например, об депортации, которая была. Они вообще, для них это новость какая-то, да, о каких-то событиях, связанных с нашим народом, для них это какая-то новость. Те, кто народные артисты, побольше, у них как бы и кругозор, и больше они общались, и ездили по стране, и даже для них некоторые вещи, новости, которые с нами происходили, да. Поэтому я их убеждаю только своим собственным примером. Понятно, что у меня нет финансов, чтобы платить им полную стоимость их съемочного дня, да, который доходит до 1,5 миллиона рублей один съемочный день. У меня нету таких средств. Мы их ищем, конечно, вовсю, но все-таки мне удается заразить своим собственным примером, своей собственной любовью к тому, что я делаю.
уважением к тому, что я делаю. Потому что все смотрят на меня, как бы, потому что я эту историю толкаю, и поэтому все смотрят на меня. В тот момент, когда я сдамся или еще что-то, им будет неинтересно. И они идут на уступки, они делают колоссальные скидки, они тратят свое время, силы, как бы, и это, скорее всего, моя личная история с ними, чем общеингушская имеется в виду, наши отношения с ними, как я их выстраиваю. Во-первых, я очень горд, что попал в это кино, потому что режиссером этого фильма является Амур. Амур – это человек, который я знаю со студенческой скамьи. Это очень талантливый человек. Если он снимает кино, он снимает не для денег, не для славы. Ему это надо. Вот он хочет снять кино об ингушах, об истории ингушей, о трагических моментах, не обвиняя кого-то, а попытаться понять эту проблему, как так могло случиться. Столько бед навалилось на эту небольшую, в общем-то, республику. Он снимает об этом. И мне это очень приятно, что он меня пригласил как педагога вот в этот фильм, где он сделал все условия, пошел. Замечательную атмосферу создал. У него очень хорошее, как чутье вообще органики, правды в кадре. Я больше скажу, если такие режиссеры есть, надо в Ингушетии делать студию. Не одного режиссера, а целую студию. Есть операторы, и студии... Почему это очень важно? Кино, сколько вы ни говорите об Ингушетии, вы не получите такого авторитета, когда человек не увидит кино. Кино как образ Ингушетии, людей, уклады, с ошибками, не ошибками, всех разных. Ну, потому что, во-первых, темы интересные. Знаете, так вот живешь, знаешь об этом, слышишь об этом, а потом вдруг спустя, наверное, я об этом услышал где-то лет 50 назад. Ну, и забывается, проходит время, а потом вдруг появляется материал, и ты вспоминаешь это все. Я же ведь, правда же, вот я вдруг... я читаю сценарий, даже была же Чечено-Ингушская автономная Советская Социалистическая Республика. Никуда не денешься. Как-то память так она стирает. Но хорошо бы ее иногда, эту память, освежать. Я понимаю, по мне, по моему поведению, они будут относиться к этому проекту и вообще к нашей истории таким образом. И качество материала. Когда мы показываем материал, черновой даже снятый наш, многие из них говорят: Амур, говорит, мы в российском кино давно такого не видели. Чтобы так скрупулезно подходили, так интересно работали ребята, и операторское видение, и режиссерское, и как мы с актерами работаем. И не имея мощного технического ресурса. Да. Технический ресурс, да, он, конечно же, может быть, если у тебя есть на это средства, Но он же, тем не менее, ограничен в вашем случае? Очень сильно ограничен, потому что, когда мы начинали снимать, это был 21 год вообще, когда я писал смету этого кино, когда я все рассчитывал. А 23 февраля была наша первая смена здесь, в горах, в Таргиме. А 24 числа началось СВО, и против нашей страны ввели санкции. И после этого цены многократно взлетели на технику, на оборудование, на специалистов. Да что там говорить, даже клей для грима даже 5 раз поднялся в цене. И поэтому, конечно, эта смета многократно увеличилась. И, с помощью Всевышнего мы справляемся, нам помогают люди, обычные люди, разные, в казахстанские ингуши, и здесь, в Ингушетии, и в Москве, и по всей России. Просто те, кто хочет, чтобы ингушское кино случилось, и чтобы оно было на уровне. Поэтому мы как-то выкручиваемся, но приходится каждый день что-то выдумывать и бороться, конечно, с этим. А в Казахстане это сцены где-то 40-х годов. Это после выселения сразу, да. Да. И как вам удается, мне кажется, там декорации и вот эти вот все тонкости, нюансы, это очень сложно, не имея какой-то базы. Мы объездили 2 раза Казахстан, вот нашей диаспоре, спасибо там нашей казахстанской, нашим ингушам, которые там живут. Они нам очень помогли. Мы там до съемок были 2 раза, ездили туда с операторами, с художником. И смотрели локации. Конечно, никаких тех бараков и тех мест, где жили наши ингуши, там спецпереселенцы, там, особенно в Северном Казахстане, вообще ничего не осталось. Даже в формате музея ничего нет, ничего нету, да. Поэтому мы просто тупо выехали в степь и построили то, что нам нужно. Просто мы поняли, что мы просто нашли степь логистически, которая от Алматы недалеко, грубо говоря. Потому что в Алмате вся киножизнь в Казахстане происходит, но и основная диаспора наша там. И мы взяли и построили полностью весь поселок для спецпереселенцев своими руками. Мы построили овощехранилище, школу-интернат, дома просто. Взяли старые дома, которые остались от ферм, накрыли их полностью камышом. В общем, выстроили деревню своими руками. В степи без газа, без света, без электричества, без воды мы работали. Около 2 месяцев мы работали. И все построили своими руками. Мне кажется, аутентичное довольно такое сделали место. Такой поселок для спецпереселенцев, который со всех сторон окружен степью.
бескрайней. По-моему, нам это удалось. Ну и, конечно, наши ингуши нам помогали. Ребята там, которые живут. Кто там стройматериалами, кто там нам рабочих привозил, кто нам воду привозил, короче, кто там машины давал. В общем, алхамдулилла, вот так общими силами нам удалось это сделать, вот эту казахстанскую часть. Но это было очень тяжело. Честно, это было вот для меня. Каждый раз, каждый блок мы снимаем блоками. Там и в Ингушетии, и в Казахстане, в Узбекистане, еще где-то. Каждый блок для меня испытание, потому что я абсолютно врываюсь туда на коне, не понимаю, что произойдет дальше. И Стихийно, да? да, стихийно, абсолютно, да. И по ходу пьесы мы уже разбираемся, что, как и делать. И впереди предстоят сложнейшие съемки сейчас, 70-е годы. И здесь, в Ингушетии, и в Узбекистане, и в Москве, и еще в одной стране мы будем работать. И я понимаю, что это довольно-таки сложно, потому что в То есть самое сложное еще впереди. Да, потому что в 3-4 странах одновременно нужно рассчитать всю логистику перемещения киногруппы, творческие задачи, логистические задачи, игровой транспорт. Волгу М21 вот мы купили, которая игровая наша, ее нужно переделать в салон, поставить ее на автовоз, отогнать туда. Потом, короче, очень много таких вопросов, но мы движемся, вот, и нам помогают люди. И с помощью Всевышнего все сделаем, потому что должно быть все скрупулезно, все должно быть точно. А есть какие-либо интересные моменты из съемочного процесса, которые остались за кадром? Ну, очень много интересного происходит, все интересное происходит за кадром. Я надеюсь, что мы снимаем бэкстейдж, постоянно делаем записи какие-то наши в процессе, как мы это все делаем, как мы это производим, как мы это строим, с какими трудностями нам приходится сталкиваться. Вот, и потом уже мы выпустим, да, наверное, я надеюсь, документальный фильм, в котором мы все и покажем, как это все происходило. А трудности, конечно, постоянные происходят. Потому что когда ты снимаешь в чужой стране, то ты не можешь снимать на государственные средства, которые выделяет Министерство культуры России. И чем тебе завтра кормить съемочную группу, ты должен выдумать сам. Вот и все. Вот начнем с этого хотя бы. Это уже приключение. Это уже приключение, да. И уже все остальное, уже к нему прилагаешься, где достать доски, как сделать так, чтобы вовремя все приехали, почему застучал мотор в степи, там, где достать трос, чтобы поднять 6-метровую арку, там, как отогнать коней, в общем, миллионы вопросов, которые приходится тебе решать в ручном режиме. Помимо тех творческих задач, которые ты понимаешь, что от твоей ответственности зависит еще, как ты сейчас придумаешь, так оно и ляжет в кадр. Вы же профессионалы, вы понимаете, да? Кино — это такое, как говорила Фаина Раневская, плевок в вечность, поэтому уже это не изменишь. В этом сложности. И быть и одновременно и административными делами заниматься, и одновременно творческими, вот это сложно. Ну да, это отнимает и время. Да, и энергию, и силы, конечно. Но ничего, с помощью Всевышнего мы движемся вперед. Мы знаем, для чего мы это делаем и почему мы это делаем. У нас есть наше намерение, наш нигит, для чего мы это делаем. Я понимаю, для чего я это делаю, и это, конечно, дает мне силу. Ну, а главная ваша изюминка, на мой взгляд, это то, что на, казалось бы, такие серьезные, глубокие какие-то вещи на историю вы можете смотреть через призму такого легкого юмора, и при этом в этом юморе всегда бывает заложен некий смысл, да, вроде бы и смешно, да, но очень глубоко и иногда печально. Будет ли это прослеживаться в картине? Ну, это вообще мой стиль, как бы. Я всегда стараюсь иронично относиться, в первую очередь, к себе. Потому что, когда ты теряешь самоиронию, ты теряешь почву под ногами. Мне кажется, это в правильном ингушском характере иронично относиться к миру. Несколько, да, но вместе с тем... На генном уровне, да? Да, не распоясывая себя, да, не опуская себя куда-то там, не слишком превращаясь в шутливую форму, все. Вот, иронично ко всему относиться, естественно, такая светлая, ироничная печаль, она должна во всем присутствовать, я надеюсь, мне и это удастся там сделать. Это мужское кино. Мужчина, в моем понимании, мужское кино, мужская идея заключается в том, чтобы преодолевать трудности и относиться к ним с иронией. Ну, как бы, наверное, так. Но я постараюсь это сделать, во всяком случае. Поэтому все беды, которые были за кадром, я надеюсь, они останутся там. В Министерстве культуры Российской Федерации вы как-то сказали о том, что в картине также будут использоваться некие психологические приемы, это как стороннее наблюдение и фрейминг. Если со сторонним наблюдением еще все как-то ясно, то фрейминг, вот я как обыватель это понимаю, это как бы рамки в самом кадре, кадр в кадре, либо какие-то ограничения. Это советские, да. Как это понять? Ну, это работает на подсознательном уровне, не то, что мы будем говорить, вот сейчас смотрите, мы показываем фрейминг, ну, да. На подсознательном уровне в советское время люди были зажаты в рамки. И эти люди, которые добивались своей республики, они были зажаты в рамки, у них были большие проблемы.
и большие проблемы с тем, что они делают. Они действовали абсолютно законно. Они говорили о нарушении ленинской национальной политики по отношению к бывшим депортированным. Прошел 20-й съезд, прошла реабилитация, но они никак не могли понять, их реабилитировали или их помиловали. Поэтому рамки говорят о том, что эти люди зажаты в рамки. Они постоянно боятся, что их слушают. Они постоянно предостерегаются, как бы, и те рамки, из которых они должны вырваться. Если это квартира, то кадр построен таким образом, что они зажаты в некие рамки. Там нет. То есть визуально зритель будет это видеть? Это некая игра такая? Игра декораций? Да. Это построение кадра, композиция кадра, как бы в этом зависит. Где нам нужно будет большое раздолье, подчеркнуть свободу, как бы, да, мы будем снимать большие какие-то объемные такие общие планы. Что кадр ради кадра в кино не снимается. Каждый кадр должен нести в себе что-то, какую-то идею. И в этом смысле мне, конечно, повезло и с художником-постановщиком, и с оператором-постановщиком, как бы с командой, которая понимает, что мы делаем. То есть если мы снимаем кадр, он о чем-то говорит. То есть если мы снимаем какую-то крупность, то она говорит о чем-то, это крупность. Если мы снимаем какую-то мизансцену или движение камеры, оно должно быть оправдано, обусловлено идеей самой кадра. То есть это же складывается как домино, все как бы, а все это работает на одну общую идею. Поэтому если нам нужно будет показать, что, например, женщина, мать детей, которая живет в этой квартире, что она зажата в этих рамках, и она должна вырваться из этих рамок, и настолько ее эти стены сжимают, иначе мы будем снимать ее так, имеется в виду. Сам интерьер будет Да, сам интерьер и сама композиция кадра будет выстроена таким образом. В этом смысле фрейминг — это вот это. Вы приурочили выход картины к столетию ингушской государственности, как подарок республике, но тем не менее мы знаем о том, что в силу определенных факторов невозможно прям точно под эту дату, да, подстроить. Это будет в канун, либо после? Я должен расшибиться в лепешку и сдать этот фильм Министерству культуры России в начале 2024 года. Так написано госконтракт, таково мое соглашение с Министерством культуры России, которое поверило в меня. Поэтому хотя бы с черновым монтажом я должен это сдать все в начале года. Вот мы над этим работаем, мы сейчас делаем какие-то подсъемки, то все, я ищу разнообразную графику. Надо отметить, что над этим фильмом работают лучшие специалисты, которых я нашел только в этой стране. Каскадерские трюки ставят ребята, которые работали там на идентификации Борна там в Голливуде. Художники по костюмам, которые снимали там большинство российских блокбастеров в этой стране. Художники по гриму, там, которые работали в самых дорогих картинах, которые есть в этой стране. Вот несмотря на то, что у меня не совсем толстый продакшн, я совсем как бы начинающий человек в этом смысле. Я лучших специалистов привлекаю. И над графикой будет работать студия Андрона Кончаловского. Поэтому все это нужно в кучу собрать, и в начале следующего года я должен эту картину закончить. Не знаю как пока, но я должен это сделать. Учитывая так бы, да, абсолютно постоянные поиски финансов, поиски возможностей, сложнейшую логистику, сложнейшую работу с актерами, с костюмами, с графикой и так далее, у меня есть мои обязательства. Я должен их выполнить. От этого зависит, как вообще будут воспринимать ингушский кинематограф в Министерстве культуры России. Как бы, потому что в связи со сложностью моего проекта я часто бываю в Министерстве культуры, я общаюсь с дирекцией департамента кинематографии, замминистра культуры, так меня его вызывают, мне подсказывают, мне помогают, мне советуют специалистов каких-то. И мы плотно работаем с главным редактором Министерства культуры России, вот, с которым мы советуемся, естественно, постоянно. И о нашем проекте уже там знают, когда я уже туда захожу, как бы, вот это письмо, так это же ингуши, пожалуйста, пожалуйста, и все как бы... Все он там... выделяется. Да, конечно, он выделяется, потому что никто не снимает полнометражного фильма, первого своего дебютного фильма, никто не снимает такого масштаба фильма. Вот, и поэтому я просто понимал, что, наверное, это мой шанс, и я здесь должен выложиться на все 100%. А моя мечта, моя задача, я уже говорил об этом, чтобы к столетию республики, который будет в июне, чтобы здесь мы на большом экране все посмотрели это кино. Как бы, чтобы вся республика это посмотрела, это кино. Для меня это очень важно. Потому что я снимаю, я, конечно, хочу международных наград, я, конечно, понимаю, что это мое портфолио, но для меня самое главное, что как к этому отнесутся мои люди, те, кто посмотрит это кино, для тех, для кого это кино важно будет. То есть самый главный зритель – это ваш народ? Конечно. Я не хочу каких-то громких пафосных речей, как бы, но последний титр, который я поставлю в этом кино, он будет называться «Посвящается нашим родителям». Потому что все наши родители, наши дедушки, наши бабушки, они все бывшие ссыльные, все бывшие депортированные. И мне кажется, этот проект – это то, что действительно нас объединит. Это действительно то, что нам сейчас нужно.
чтобы мы вспомнили, кто мы, как мы и куда мы идем. Поэтому задача моя в этом, наверное, как бы это громко ни звучало. А потом уже и Венецианский кинофестиваль, я надеюсь. И вот я уверена, что после этого у нас будет еще одно очень интересное интервью с вами. Да, Эндели. Как послесловие не могу не коснуться этой темы, немножко уходя от кинематографа. Недавно по радио я услышала такие знакомые приятные ноты. И вы знаете, такая вот ностальгия, так тепло сразу стало на душе, когда ты услышал некоторые строки из композиции Яндери. Они вновь зазвучали в новом формате, в новом звучании, совместно с исполнителем, со Стимиром Апанасовым. Это очень красиво, это очень мелодично. Как вообще пришла в голову эта идея? Это блестящая идея, на мой взгляд, это просто подарок всем поклонникам ЛКН. Это очень красиво звучит, и это прям вот такая вот теплая, приятная ностальгия. Ну, иногда, конечно, у меня мало сейчас времени, я редко беру гитару в руки. Все песни ЛКН написаны вот этими руками на одной простой гитаре. Потом у меня уже обросли как бы всем остальным. И просто взял гитару в руки между бешеной подготовкой к съемкам и решил, что если у Металлики есть Unforgiven 1, то значит Unforgiven 2, может быть, и Яндери будет 2. Вот, Ничем не хуже. Да. Да, но Астемир был, мы со Астемиром виделись, как-то познакомились, а он так трепетно относится к нашим песням в группе ЛКН, он говорит, для меня это вообще, это топчик, типа, я всегда хотел так, и я говорю, ну, на, попробуй тогда, вот тебе песня, спой. Спонтанно. Да, абсолютно, как и все песни ЛКН. ЛКН живет теперь, стиль ЛКН живет теперь в кинематографе. Наглый, дерзкий, пробивной стиль. Он живет, и он будет жить, пока я жив. И мы будем работать и в кино, и в музыке, в чем угодно, как бы этот стиль сохраняется. Просто этот этап с музыкальной группой закончился. При всем моем уважении ко всем остальным, как группа ЛКН, я пока за 20 лет ничего здесь такого подобного не видел, как бы вообще на Северном Кавказе. Поэтому, это факт. Да. А сейчас это продолжается в кинематографе, этот стиль, это направление, эта мысль, идеология сама этого всего, ну, и будет дальше продолжаться долчами. Ну, как вы себя позиционируете? Народный инструмент самого дерзкого народа, он все еще играет, звучит громко. И дай Всевышний вам успехов в творчестве, а мы будем это с удовольствием освещать. Спасибо за то, что пришли. Спасибо. Тихо играю на бандере. Я снова слышу, где-то играют на бандере. В Яндере